В этот день вся страна склоняет головы в память о жертвах террористической агрессии. Вместе с тем, дата символизирует единение государства и общества в борьбе с таким злом, как террор. Отметить значимость этой даты на мемориале собрались представители различных ведомств и органов власти, в их числе председатель и вице-премьер правительства региона. Мы едины в своем намерении всеми силами противостоять этому злу, в стремлении не допустить этого преступного безумия впредь. Сегодня день солидарности в борьбе с терроризмом. Мы должны объединиться в противостоянии террористической идеологии. Сказать решительно нет террористам, покушавшим на безопасность граждан нашей страны. В Республике Ингушетия достаточно сил и средств для эффективной борьбы с проявлением терроризма и экстремизма. Благодаря активным действиям правоохранительных органов, особенно ФСБ и МВД, совместным усилием власти и общества, сегодня республика живет в условиях стабильной общественно-политической ситуации. В начале 2000-х республика жила в страхе из-за террористических актов, проводимых с целью дестабилизации обстановки в регионе. Жертвами становились и мирные жители. Немало от рук бандитов погибло сотрудников правоохранительных органов. Память о них на мемориале олицетворяет эта аллея. И первые саженцы здесь высадили к 10-й годовщине нападения бандитов на правоохранительные структуры Ингушетии. Сейчас эти деревья выросли, кроны и ветки окрепли, как символ того, что с течением времени память о героях тоже только крепнет. Это очень важный день. Нельзя забывать погибших наших сотрудников, которые защищали и отдали свою жизнь ради сохранения спокойствия и мира. 3 сентября отмечают еще одну дату – день окончания Второй мировой войны. До этого праздник отмечали 2 сентября. Но с прошлого года дату перенесли. В этот день вспоминают и тех, кто подарил своим потомкам мирное небо над головой. У меня воевал мой прадедушка, Гадвош Осман, и у него было очень много медалей, грамот, где его награждали за подвиги, и является для меня примером. В память о погибших гости возложили цветы к вечному огню. Старейшины прочитали дуа. Две памятные даты сегодня объединяют граждан всей страны. Военное время позади, а сейчас обстановка с терроризмом стабилизировалась. Всем нам, а особенно подрастающему поколению, звучат наказы предков: уважать старших, соблюдать все заветы религии, жить в мире и единстве. Дана Плиева, Хасмагомед Майсигов. Новости 24.